الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, каждого из нас окружают большие, несчетные блага Всевышнего Аллаха. И одно из самых величественных и самых благ, в которых люди неблагодарны, это благо свободного времени. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ни'матани ма'бунун фихима каthирун минан нас». Две милости, в которых беспечны, не думают, не зацикливаются, не отдают себе отчет в двух вещах. Это его здоровье, когда он здоров, полноценен, ничего не болит и так далее, а также его свободное время, аль-фараг. И поэтому вот это вот благо времени, сегодня, иншаллах, поговорим об этом благе, да, и с какими трудностями, с какими препятствиями верующий сталкивается, когда он, должен правильно использовать это свое время. И когда разговариваешь с пожилыми людьми, да, мне вот лично интересно бывает с ними говорить, да, как они жили, как у них детство проходило, в каких условиях, обстоятельствах, люди какие были, да. И вот все как один, все говорят, когда вот уже бабайлар, да, бабушки, дедушки, там 70 лет, 80 лет, а может быть и 90, все они говорят, вот время, говорит, взяло и пролетело. Как будто я, говорит, вчера еще был молодым парнем, который только школу окончил, только работать начал, только женился, а уже, говорит, в глубокой старости пожилой мужчина, дед или бабушка, у кого-то внуки, у кого-то, может быть, даже дети внуков. И таким вот образом, вот эта вот жизнь, она, говорит, в один миг пролетает. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, так и сказал, да, то, что эта мирская жизнь подобна чему? Подобно, говорит, отдыху, который делает путник, который остановился у дерева, который шел в пути, находился в пути, остановился отдохнуть немного. Сколько он просидит под деревом, под тенью? Сколько он отдохнет? Очень малое количество времени. Ему нужно идти, ему нужно дойти до конечной своей цели, до конечной точки. И поэтому вот этот мир, он также очень быстр, да, как и его вот этот вот отдых. И ученые издавна, да, наблюдая за своим окружением, за тем, как живет народ и так далее, всегда отмечали, что люди настолько, говорит, беспечны в своем времени, что они, говорит, прожигают, уничтожают, да, не задумываются над своим временем и тратят его на полную ерунду. Например, был такой ученый Ибн аль-Джаузи, Абуль-Фарадж Ибн аль-Джаузи. Не Ибн аль-Кайм аль-Джаузи, а другой, Абуль-Фарадж Ибн аль-Джаузи. И он жил примерно в 400-500 годах по хиджре, то есть примерно 1000 лет назад. Да? И он говорит про свое время, про свое общество. И я, говорит, видел, что большинство людей, говорит, тратит свое время удивительным образом. Если, говорит, ночи становятся длинными, там зима там и так далее, он, говорит, проводит всю свою ночь в разговорах, в болтовне, в которой нет никакой пользы. Или же, говорит, читая книги, в которых там какие-то там страсти, любовь, там какие-то там события, там истории и так далее, то есть из которых для него никакой не будет пользы. Когда, говорит, наступает день, они, говорит, большую часть дня спят. А когда, говорит, у них начинается бодрствование, ходят, говорит, по рынкам просто так и так далее, и я этих людей сравниваю, говорит, с теми людьми, которые сели на корабль и плывут, получается, по морю к своему конечной цели. И они, говорит, настолько заняты своей, говорит, ерундой, своими заботами, что даже, говорит, не подозревают, что бы они ни совершали, но корабль-то, говорит, уже плывет, и корабль рано или поздно, он прибудет уже в конечную точку.
И, субханаллах, когда читаешь вот эти вот слова, как будто он говорит не про свои, получается, времена, не про свое общество, а про нас говорит. У нас точно так же, чтобы убить время, ходят в торговые центры, айда посмотрим, айда погуляем, да? Или же, допустим, там всевозможные разговоры, сели быстренько покушать, перекусить, пообедать, поужинать, и этот ужин растянулся на 2, на 3 часа. И если разложить по полочкам, о чем разговаривать за эти 2 часа, да? От тех слов, от тех вещей, которых никакой пользы нету. Ни для его мирского какого-то положения, улучшения его состояния, ни для его ахирата. То есть пустые, ни в чем не полезные слова. И более того, у нас на сегодняшний день появились даже у каждого из нас персональные какие-то пожиратели времени, да? Это наши телефоны. Вот просто чисто для эксперимента, не сейчас на уроке, а потом, да, когда придете домой, просто откройте настройки. Экран времени сколько часов работал? 7 часов, 5 часов, 10 часов, да? Насколько полезным это было время, когда работал телефон? Какие приложения? YouTube, то, 5, 10, да? То есть просто не знали, чем заняться и просто вот так вот сидели, да? Мотали и таким вот образом, тратили свое время. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот время, оно действительно является благом, но относительно этого блага многие люди беспечны. И вот другой пример. Был такой ученый Абуль-Вафа ибн Акиль. И он прожил долгую жизнь, альхамдулилля, прожил очень долго. И он написал про свою жизнь. И пишет, когда, говорит, я, проживал свою жизнь, да, жил свою жизнь, я себе не дозволял, говорит, даже малейшего какого-то времени тратить попусту. Всегда, говорит, старался его проводить с пользой. Если, говорит, мой язык уставал, говорит, от зикров, от поминания, от каких-либо изучения каких-либо вопросов, я, говорит, начинал читать. А когда, говорит, мои глаза уставали от чтения, я, говорит, лежал и думал, как именно что-либо, что-то новое написать, что-нибудь сделать и так далее, да? То есть стремиться к получению знаний. И я себя, говорит, в 80 лет нахожу более стремительным к знаниям, чем я был тогда еще в 18. Вы представляете? Этот ученый, этот мужчина прожил столько времени, и к концу своей жизни это получается уже закат. 80, там сколько он проживет? Да? 10, 15, 20 максимум может быть. Да? То есть его время ограничено. Очень коротко. Да? И несмотря на это, его стремление к благу, стремление к ахирату, оно, говорит, еще сильнее, чем когда я был молод. И другой вот пример хочу привести вот по поводу ученых, да, пожилого преклонного возраста. Один из современников наших, да, он уже умер, рахимахуллах, один из ученых, у него под конец жизни случилась болезнь рак. Да, я сейчас не помню, то ли это был рак желудка, то ли что. Но в общем, он очень сильно потерял в своем весе и под конец своей жизни весил 37 килограмм. Очень исхудал. И последние, говорит, его дни жизни, он проходил терапию, лечение. И близко к концу жизни уже он проводил уроки в мечети Аль-Харам в Мекке. И настолько, говорит, ослаб уже к тому времени, что даже уроки, говорит, давал в специальной кабинке из стекла, да, такая защитная кабинка, чтобы, как сказать, не поразили его, получается, какие-то бактерии там и так далее. Да? То есть такое было ограничение, предостережение. И это мне рассказывает один брат, который присутствовал там, и он говорит, субханаллах, вот я, говорит, тогда смотрел, говорит, на него, сидел и видел. То есть человек болен, это видно. Человек исхудал, да, то есть по его, говорит, физическому состоянию можно понять, что он, говорит, уже как бы уже все уже, да, то есть его жизнь клонится к закату. Но при этом, говорит, когда он говорит, когда он что-то рассказывает, когда он что-то объясняет, я, говорит, удивлялся, насколько, говорит, чисто, кристально чистый, говорит, его разум. Насколько, говорит, чистые, говорит, его суждения, его мысли. Он излагает четко, ясно, конкретно, все разъясняет, говорит. Я, говорит, не переставал удивляться, субханаллах. То есть, был бы какой-нибудь другой человек, он там, ах, все, там, я уже ухожу, там, и так далее, лежал бы, горевал. Однако, говорит, он, даже в таком состоянии находясь, он, говорит, его мысли были, говорит, чистыми, да, и предельно четкими и ясными.
И поэтому это нам еще раз подтверждает то, что ученые, которые жили и существовали и раньше, и в наше время, да, они стремились к благу, стремились именно провести время с пользой. Даже тогда, когда им уже оставалось, по сути, недолго. И поэтому верующие должны отличаться от остальных людей тем, что они не тратят время. Они знают цену времени. И они понимают то, что время для них самая ценная вещь, которая не восполняется. Его назад уже не вернуть. И когда мы говорим про ценность времени, на что мы можем опираться? Какие вещи, слова, какую мотивацию мы должны приводить друг к другу для того, чтобы указать на ценность времени? Конечно же, для мусульманина самая большая мотивация – это книга Всевышнего Аллаха. Аллах Тааля предельно четко и ясно в Коране говорит нам про ценность времени. Например, сура, которую все мы с вами знаем, Аль-Аср, сура Аль-Аср. Аллах Тааля в Коране клянется временем. Валь-Аср, клянусь временем. Инналь инсана лафи хуср. Поистине человек, а то и человечество, находится в убытке. Илля-ллазина аману. Кроме тех, которые уверовали, совершая благие дела. И до конца уж аята, да? Но смысл в том, что Аллах Тааля здесь клянется временем. Любая клятва Всевышнего Аллаха в Коране, это возвеличивает то, чем Он поклялся. И поэтому, вот когда мы читаем какие-либо аяты, да, где Аллах Тааля клянется временем, клянется ночью, клянется днем и так далее, да, это говорит нам, что в этом есть большой смысл. И поэтому Аллах Тааля временем или частями времени клянется во многих аятах. Например, Аллах говорит в суре Муддатхир: «Валлейли ида адбар», клянусь ночью, когда она отступает. «Вассубахи ида асфар», клянусь утром, когда оно распространяется. Или же в другом аяте Аллах говорит: «Фаля уqасиму бишшафака», клянусь вечерней зарей. «Валлейли вама васак», а также клянусь ночью и то, что собирается и было собрано ночью. И вот это вот указывает нам на то, что Аллах таким образом показывает нам ценность времени. То, что это не какие-то простые вещи, не какая-то простая бытовая вещь, а это очень ценное благо Всевышнего Аллаха. А зачем время для нас является ценным? В чем его хикма? В чем его мудрость? Да? Почему именно время? Потому что время, во-первых, оно вбирает в себя все. Все, что у человека есть. Весь его жизненный путь, его детство, его отрочество, его мужество среднего возраста, его старость, его здоровье, его болезни, его какие-то радостные моменты, его какие-то тяжкие моменты, грусть, трудности и так далее. Все собрано именно во времени. И поэтому время, оно всегда с нами. И оно, как мы иногда думаем, да, вот, сейчас же там любят говорить, например, да, там, я стал на 1 год взрослее, я стал там на 1 год там, и так далее. Мне там до конца института осталось 3 года, 2 года, 1 год, пуск и так далее, да. То есть радуются те тому, что время все увеличивается и увеличивается. Однако, если глубже посмотреть на это время, по идее, это не ты стал взрослее или больше, ты приблизился к своему аджалю. Ты приблизился к тому, что к твоему конечному сроку. И каждый день, который ты проводишь без пользы, он будет свидетельствовать против тебя. Каждый день, который ушел просто так, прогорел, прожег ты его, да, он будет свидетельствовать против тебя. И эти дни, они не возвращаются, они не возобновляются. День, месяц, год и так далее. И более того, я думаю, вот со мной согласятся, не знаю, мои ровесники или которые постарше меня, но я вот с возрастом начал замечать, субханаллах, чем старше ты становишься, тем быстрее время летит. Очень быстро. Если еще в детстве, в школе, субханаллах, осень началась, когда же зима будет? Зима началась, надоел холод, весну хочу, весна началась, лето побыстрее. О, лето, каникулы, 3 месяца, 3 длинных месяца это было, да? Все, это вот так вот только пролетает, за один щелчок. Я вот сам себе иногда удивляюсь, субханаллах, я говорю, только как будто вчера детей отвел на 1 сентября в школу, а уже зима началась, минус 20 у нас вот было на днях, да? То есть, насколько быстро пролетело, даже моргнуть не успел, и вот эти вот 3 месяца, можно сказать, да, осень, она просто все ушла.
И когда об этом я говорю с братьями, которые постарше меня, вот один из моих братьев, ему уже 50 плюс, да, 50 с лишним, относительно времени, он говорит, вот подожди, вот, говорит, станет, говорит, 45-50, тогда вообще, говорит, время ускорится, говорит, это еще у тебя сейчас еще так, оно, говорит, еще шагает, да, а потом оно, говорит, так сильно разбежится. И уже люди пожилого возраста, они уже говорят то, что вообще, то есть не замечаешь время, как оно быстро улетает. И поэтому время течет быстро. И каждый день, который потрачен не на пользу для ахирата, для вечной жизни, не на пользу для твоего мирского тоже, оно, по сути, этот день оборачивается против тебя. И также ценность времени в том, что время у нас ограничено. Но мы не знаем, насколько оно ограничено. Вот сейчас, да, вот если взять любых каких-либо там, я не знаю, там олигархов, богатых людей там и так далее, да, сколько вот у них денег, сколько у них возможностей. У них есть возможность купить то, купить это и так далее, да, но что они не могут купить? Они не могут купить себе время. Они не могут себе удлинить свою жизнь, они не могут себе удлинить свой, получается, это мирское. Время у всех у нас ограничено. И поэтому, вот это тоже вот, это мудрость Всевышнего Аллаха. То, что Аллах Тааля скрыл, когда наступит кончина человека. И никто этого не знает. Если бы все люди знали, ему придется прожить 62 года, 11 месяцев и 3 дня, да, то этот человек, он по-мудрому поступил бы. И использовал бы свое время на пользу. Да? Однако люди этого не знают и, соответственно, уже становятся небрежными, беспечными. Прошло, айда пошел и так далее, да, год, 2, 5, ничего страшного, пролетело все, да. И таким вот образом не задумываются над этой ценностью. Однако время это у каждого человека является ограниченным. Время ограничено. У него есть начало, у него есть конец. И поэтому верующий должен думать об этом. Также со временем для мусульманина связаны его главные поклонения. Намаз, который мы совершаем, если он выполнен в неустановленное время, он не будет принят. Намаз, который совершен до наступления времени, ты не снял себе обязательства перед Всевышним. Ты обязан его перечитать, перевыполнить для того, чтобы перед Всевышним ты исполнил свой фарз, свое обязательство. И поэтому Аллах Тааля в Коране сказал: «Инна салята канат аляль му'минина китаба маукута». Поистине молитва, намаз, являлась строго предписанной для верующих в определенное время, в конкретное какое-то время. У каждого намаза свое время, и оно должно исполняться в это время. И если намаз будет совершен до, недействителен, а если намаз после, то есть время прошло, вышло, и ты уже потом, то ты себе получаешь грех. И ты обязан восполнить этот намаз, сделать каза, да, перечитать, да, и при этом еще получаешь за это грех. За то, что не выполнил намаз в свое время. То же самое месяц Рамазан. Да? Ураза, она у нас связана с конкретным временем. На день позже неправильно зашел, неправильно вышел, да, берешь тоже большую ответственность перед Всевышним Аллахом за то, что ты уразу выполнил в неустановленное время. И то же самое хадж. Хадж, который вне свое время, да, это лишь просто экскурсия. Это лишь просто посещение памятных мест, не более. Если этот хадж выполнен, обряды хаджа выполнены в неустановленное время. А если же в строго конкретное установленное время, то эта экскурсия, по сути, превращается в твой самый важный гайбадат, твое самое важное поклонение, наградой за которое будет тебе рай от Всевышнего Аллаха. И поэтому наши поклонения, будь это рукны, да, столпы ислама, или же даже, допустим, утренние, вечерние зикры, они связаны со временем, и поэтому мы должны уметь ценить это самое время. Также верующий должен стремиться использовать эти времена во благо для себя. Должен использовать их с пользой. Аллах в Коране, в суре Аль-Имран, в 190 аяте говорит:
«Инна фи халки самавати валь арды, ва ахтиляфи лейли ван нахар, ла аяти ли улил альбаб». Поистине, в создании небес и земли и в чередовании ночи и дня являются явными знамениями для обладающих разумом. То есть, даже вот смотрите, да, субханаллах, какие большие небеса. Земля со всей ее красотой, да, создание этого всего, конечно же, каждому из людей, каждому человеку должно напоминать о чем? Должно напоминать о Создателе. Кто это создал? И то, что время чередуется постоянно. Сначала день, потом ночь, день, потом ночь. Ведь если подумать, что такое ночь? Это темнота, это какие-то трудности, это какая-то опасность, которая таится. А затем, когда уходит ночь, наступает день. Все четко, ясно, все видно. Все, что ты потерял ночью, можешь найти. Ведь это тоже отражает нашу жизнь. Так ведь? У нас и в жизни тоже бывают моменты трудности, бывают облегчения. Трудности, облегчения. И поэтому не нужно думать, что твоя жизнь это полная трудность, там проблемы, тяготы там и так далее. Нет. С каждой трудностью, с которой ты сталкиваешься, после этого следует облегчение. И Аллах Тааля нам об этом сказал. «Инна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Поистине за каждой тяготой следует облегчение. За каждой тяготой следует облегчение. И поэтому это, конечно же, знамение для обладающих разумом. И Аллах продолжает и говорит, а кто же такие обладающие разумом? Это те, алладина ядкурун Аллаха кияма ва кууда ва аля джунубихим. Это те, которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боках. И поэтому вот часто тоже задают вопрос, можно ли читать Коран лежа на боку, на кровати, например, да? Можно ли поминать, делать всевозможные зикры лежа? Потому что у некоторых существует такое строгое убеждение, что это неуважение к Корану. Нисколько, это не неуважение. Если ты не лежишь голый, там, я не знаю, полуголый, с открытым ауратом там, и так далее. Если ты просто лежишь, отдыхаешь и поминаешь Всевышнего Аллаха, это наоборот благо. Читаешь Коран и так далее. И поэтому в этом, если твой вид, как сказать, твоя поза, то, что ты лежишь, да, это является, если положением достойного человека, в котором нет ничего такого этого, да, плохого, то поминать Аллаха и читать Коран в подобных состояниях можно. Почему? Потому что Аллах Тааля сам упомянул в Коране. Сура Аль-Имран, 191 аят. И Аллах говорит, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. И эти, обладающие разумом, верующие, они размышляют над созданиями небес и земли. И говорят, «Раббана, Господь наш, ма халахта батилан субханак». Ты не создал это просто так, без каких-либо этих. Причист ты, факина адабаннар, и защити нас от мучений огня. И таким образом Аллах Всевышний призывает нас думать, размышлять и использовать время для себя во благо. И на сегодняшний день, опять-таки, если мы вернемся к тем самым пожирателям времени, которые у нас у каждого в кармане, да, наши телефоны, альхамдулилля, телефон это по идее это просто инструмент. Как его человек будет использовать, в какой цели, таким оно и для него и станет. Если он свой телефон использует для каких-либо греховных целей, тогда это будет аппарат, инструмент, который распространяет нечестие и грехи. Если же он его будет использовать во благо для себя, то это для него окажется уже вещью, инструментом, который приносит благо. И одно из самых больших благ, которые мы совершаем через эти самые телефоны, да, это связь с нашими близкими, с нашими родственниками. Если раньше писали письма, там через кого-то передавали весточку там и так далее, да, или же чтобы сесть, поговорить, нужно было приехать за долгое расстояние, сегодня одна кнопка, один звонок, и ты можешь разговаривать с любым человеком, где бы он ни находился на земном шаре. И поэтому это большое благо. И одно из благ, которые есть в телефоне, это вот эти вот календари всевозможные, органайзеры, планировщики. То есть человек, когда готовится, как провести эффективно, выгодно провести свой следующий день, который наступит завтра, да? Ну, я не знаю, как другие, но лично для меня
Да, день намного полезнее проходит, если прямо с вечера лечь и записать. Так, завтра что делаем? Цель такая, цель это, 5-е, 10-е. И все прописываешь. И днем, на следующий день, на протяжении дня уже, как сказать, на душе даже становится радостно, что выполнил эту задачу. Вторую задачу. Третью задачу. Если что-то забываешь, можешь поставить напоминание в том же самом же Google календаре. Да? Если что-то хочешь регулярно ставить, ставишь регулярность, и он тебе будет напоминать каждый день, через 2 дня, через неделю. Один из хазратов мне говорит, я, говорит, даже в свой Google календарь забил, говорит, такое дело. Позвони маме. И это, говорит, мне напоминает там то ли каждые 2 дня, то ли каждые 3 дня. Ну вы же сами понимаете, да, вот пожилые люди, наши родители, уж как сказать, они уже пенсионного возраста, они очень сильно страдают от отсутствия внимания. И иногда им становится радостно просто от звонка 1 минуту. Алло, мам, салям алейкум, папа, как дела, как жизнь, все нормально, все хорошо у вас? Все, 1 минута одного разговора. Вроде бы для нас обычный рядовой разговор, ну, как сказать, не такой недолгий, ничего. А для них это заряд на весь день. Сын позвонил, дочь позвонила, спросила, как дела. И это для них очень радостная весть. И таким вот образом он, говорит, поставил себе, говорит, напоминание, позвони маме, позвони маме. Время, говорит, проходит, иногда, говорит, заматываешься, забегался, там еще что-нибудь там, да. Смотришь, напоминание пришло на телефон, сразу же звонит, мам, как дела, все хорошо, все нормально, как там соседи, 5-е, 10-е, все, положил трубку. И уже, говорит, и, во-первых, и выполнил свой долг перед Всевышним, благочестие к родителям. И, во-вторых, тоже порадовал маму. А мама от этого только лишь радуется. И поэтому вот эти вот всевозможные Google календари и вот эти вот планировщики, построители задач, это очень полезная функция. И, субханаллах, иногда бывает так, что если позабудешь или не сделаешь эти самые задачи, да, ты знаешь в голове у тебя, да, нужно выполнить такое-то дело. 1 дело, 2, 3. И вот если их не распланировать тщательно, вот весь день тянется как резина, и вот одно дело не можешь сделать. И он все так вот так тянется и тянется, тянется и тянется. И в итоге вечером смотришь, субханаллах, не сделал, забыл, там, или отвлекся, или еще что-нибудь, и настроения тоже нет. И поэтому наши вот эти вот телефоны, они тоже могут нам помогать ценить время. И также ученые сказали, время также ценно для верующего тем, что время Аллах создал не для игр, не просто так. Аллах Тааля вложил время для человека как испытание, что он будет делать, как он его будет тратить, как он проживет свою жизнь. И поэтому Аллах Всевышний в суре Аль-Му'минун, в 115 аяте, говорит: «Афахасибтум аннама халакнакум абатha». Вы думаете, что мы вас создали просто так, играясь? «Ва аннакум илейна ла турджаун». И вы думаете, что вы к нам не будете возвращены? То есть Аллах Тааля задает нам риторические вопросы. Что мы будем делать? Как мы проживем? Как мы будем исполнять? Как мы предстанем перед Всевышним, прожив эту нашу жизнь? И поэтому, вот, если вы знакомы с огородными делами, да, мы знаем, да, то, что у нас есть времена, когда нужно посадить что-то. Если ты вот сейчас вот не посадишь, потом ты не успеешь получить урожай. Уже в августе, там, я не знаю, там, в сентябре, там, или даже еще чуть пораньше. Если вот сейчас, вот, да, во время посева, если сейчас не потрудишься, потом не получишь своего урожая, и потом наверняка свою зиму проведешь голодным, не насытившимся, это не хватает, то не хватает, 5-е не хватает. То есть времена, где нужно стараться. И эта наша жизнь, это то же самое. Эта жизнь наша дана нам так, чтобы мы его использовали и сажали что-то, урожай которого можно собрать в ахирате. И если мы пропустим это самое время, да, то в ахирате уже, к сожалению, будет такая зима, такая голодная зима, которая человека в живых не оставит, образно говоря. И поэтому время в этом мире, оно является, по сути, тем самым местом, где мы должны потрудиться, где мы должны приложить усилия, а плоды уже будем
пожинать в ахирате. И также Аллах описывает нам положение неверующих, которые будут сожалеть о времени. И вот когда Аллах Тааля в Коране упоминает нам, что будет происходить с неверующими, что будет происходить с лицемерами в огне, в момент смерти и так далее, это нам в назидание. Это чтобы мы размышляли, чтобы мы предостерегали самих себя. Например, момент смерти, когда наступает смерть. Аллах в суре Аль-Му'минун в 99-м аяте говорит: «Хатта иза джаа ахадухумуль маут, каля рабби рджиун». Когда к одному из них придет смерть, он скажет: «О Господь мой, верни же меня, говорит, в этот мир. Ла'алли а'малу салихан фима таракт». Может быть, я стану совершать благие дела в том отрезке времени, который ты мне дашь. Но Аллах что говорит? «Калля, иннаха калиматун хуа кайлуха». Но нет, это просто будут его слова. То есть человек настолько обеспечен, если он прожег свою жизнь и умер, а потом будет сожалеть, кусать локти, если ему дать второй шанс, он опять точно так же поступит. Аллах Тааля знающий, Аллах Тааля знает, что мы совершаем, и знает, что мы совершили бы, если бы у нас была возможность. И поэтому эти люди, которые не верили во Всевышнего Аллаха, которые враждовали с Аллахом, они будут сожалеть, когда наступит смерть: «О Аллах, дай мне хотя бы чуть-чуть времени, чтобы я подготовился именно к ахирату и стал бы совершать благие дела». Но уже другого шанса не будет. И также Аллах приводит слова уже обитателей ада, как они будут жалеть, как они будут горевать о тех самых упущенном времени, упущенных минутах этого мира. Да? Аллах говорит: «Валлазина кафару лахум нару джаханнам». И те, которые не уверовали, им будет огонь джаханнама, огонь гиенны. «Ла юкда алейхим, фаямуту, ва ла юхафафу анхум мин азабиха». И они, говорят, не будут умерщвлены, и смерть к ним не поступится. И это является одним важным действием в судный день, в ахирате, что когда Аллах рассудит людей в день суда и определит, кому из них оказаться в раю, кому из них оказаться в аду, приведут смерть в виде образа барашка. И тогда принесут в жертву этот барашек. И все поймут, что с этого момента уже смерти не существует. То есть уже все, вечная жизнь. И тогда обитатели рая обрадуются сильнее, а обитатели ада будут горевать еще сильнее. И Аллах говорит, и к ним, говорит, не подступится смерть, они, говорит, не умрут, а также их наказание не будет облегчено. И таким образом мы даем наказание тем, кто оказался в неверии. И они будут кричать: «О Господь наш, выпусти нас хоть немного, и мы совершили бы благие дела», и, то есть получили бы благо, да? Получили бы награду, заслужили бы рай. И Аллах говорит: а разве мы вам не давали время? Разве мы вам не давали время, чтобы вы вспоминали, поминали? Или же разве к вам не приходили увещеватели, пророки и посланники? Так нет же, и поэтому вкусите же, и не будет у несправедливых, у угнетателей никаких помощников. И таким образом Аллах упоминает и говорит: у вас было время, мы вам дали жизнь, вы жили в этом мире, у вас было время, как использовать его, но вы не использовали это, вы упустили свой шанс, вы прожгли свое время, и поэтому вкусите же наказание, как сказал Всевышний Аллах. И последний аят, Аллах говорит, упоминает людей, которые в ахирате будут говорить, да, и они скажут, находясь уже в ахирате: «Лябисна яуман, калу лябисна яуман ау ба'да яум». Как будто, говорит, мы в этом мире прожили только один день или часть этого дня. То есть для них там в ахирате покажется, что их вся мирская жизнь, она так быстро пролетела, что они даже не успели запомнить, очнуться и так далее. И напоследок, ученые, когда говорят про время, они упоминают несколько моментов, которые по сути являются ловушкой шайтана во времени. То есть
чтобы использовать время должным образом, мы должны остерегаться этих ловушек. И первая ловушка – это долгая надежда. Это когда человек надеется, когда человек говорит завтра, потом, будет еще, сделается еще. И многие люди, имея возможность совершить что-либо сегодня, оставляют на завтра, а затем кусают локти из-за того, что упустили возможность. У татар есть такая хорошая поговорка, которая гласит «Колган ишке корьева». На оставшееся дело опустится снег. То есть летом поленился, не совершил, оно так останется не доделанным, не до конца завершенным, что на него с лета уже зимой пойдет снег, и оно так и будет лежать. И вот по сути это вот описывает нашу жизнь. Когда говоришь про веру во Всевышнего Аллаха, про совершение благих дел, приходи в мечеть, послушай, жумра, посети хотя бы, что ты прям как это, да? То есть, когда говоришь о таких вещах, некоторые из них говорят, потом, будет еще, я пока молодой, я женюсь потом. Женится, потом говорит, вот пусть дети родятся, устаканится все потом. Дети рождаются, сейчас вот только дом приобрету свой, квартира у меня получится, да, решу свой жилищный момент, потом начну. Потом дети вырастут, потом на пенсию выйду, а потом я уже старый, шевелиться не могу, двигаться не могу, да, и таким вот образом заканчивается его жизненный путь. То есть они ленятся, не хотят совершить те благие дела, которые приблизят их ко Всевышнему, которые они могут сделать сейчас, оставляют на потом, и вот это вот является обольщением шайтана. Потом, когда потом? У нас даже такая, есть, да, поговорка в народе, начнем, говорит, с понедельника. То есть на любую вещь, оправдание, да, такое смешное, да, с понедельника начнем. Какой понедельник? Следующий, через, или там через 2-3-5 лет, да, понедельник. Вот таким вот образом отдаляют от себя и думают, то, что как бы потом как-нибудь. Но на самом деле они просто упускают свой шанс, и, быть может, ему больше этого не представится. Вот по поводу, вот еще, кстати, вот хотел сказать, да, по поводу того, что оставлять на потом. И вот здесь вот очень важная деталь, что человек, когда говорит «потом совершу, потом сделаю», и особенно вещи, которые касаются его вечной жизни, его веры, да, когда он оставляет на потом, ведь есть большая опасность. Откуда ты знаешь, что ты проживешь долго и потом сможешь это сделать? Может быть, твоя жизнь окажется короткой, короткостечной. То есть ты даже очнуться не успеешь, что вот уже ангел смерти придет к тебе. Потому что, я думаю, каждый из нас, как он представляет себе жизнь? Вот проживу нормально, стариком стану, да, а потом в кругу семьи, в кругу внуков там, и так далее, да, и, как говорится, наступит смерть. Вот многие так думают, убаюкивают самих себя, успокаивают самих себя. И, субханаллах, вот только буквально перед уроком пришла новость, что наш брат посещал эту мечеть, брат Адель, может, вы его знаете, ему 38 лет было, мой ровесник, да, 38 лет, и вот скоропостижно скончался, субханаллах. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Говорят, что что-то случилось с сердцем, да, может тромб, мы не знаем подробные причины, потому что он был нормальный такой здоровый парень, да, хороший, спортом увлекался, да, альхамдулилля, уроки посещал, намазы посещал, да, но все, 38 лет. И поэтому, где гарантия того, что и нам, и мы тоже, да, наша жизнь не оборвется в 38, в 39, в 40, в 50, нет таких гарантий. И поэтому нельзя оставлять на потом то, что ты можешь сделать сегодня. И даже Умар ибн аль-Хаттаб, все мы с вами знаем это изречение, да? Он говорил, совершайте благие дела сегодня, потому что сегодня возможность есть, а спроса нету. Что бы ты сегодня ни делал, да, ты свободен. Совершаешь благие дела, получаешь награду, свобода. Совершаешь грехи, увеличиваешь свой груз, который ведет тебя в джаханнам, ты тоже свободен, спроса сегодня нету. А вот завтра, когда наступит смерть, все, начнется спрос. И уже возможности совершения благих дел уже не будет. Все, закрыт твой счет. Ты дальше уже увеличивать его не сможешь. И поэтому Аллах Тааля призывает нас, чтобы мы были внимательными, чтобы мы думали об этом, чтобы мы тратили именно наше время полезным способом.
И когда мы говорим тратить с пользой наше время, да, это не говорит о том, чтобы ты 24 часа в сутки сидел в мечети. В мечеть тоже посещай, в мечеть тоже ходи, но при этом и веди свои мирские дела. То есть польза для тебя, для твоей семьи, для твоего благосостояния совершай, Аллах Та'аля тебе разрешил. Но при этом не прожигай свое время. Веди его с пользой и, конечно же, думай о своих главных инвестициях, о своем главном богатстве. Это богатство ахирата. И Аллах в суре Ма'аридж приводит слова неверующих. Они, как сказал Аллах, «Иннахум яраунаху ба'ида». Они, неверующие, они видят ахират, смерть, вечную жизнь, судный день далеко. Что это потом случится, как-нибудь потом, не сейчас. «Ванараху кариба». А мы, Аллах говорит, видим это близко. И поэтому человек должен думать об этой ловушке шайтана, которая называется потом, завтра, будет еще, сделаю еще. И очередная ловушка от шайтана – это, конечно же, лень. Это, конечно же, бессилие, да? Когда человек впустую тратит время, никак не планирует, никак не занимается, да? Как я уже вам сказал, и для ахирата ничего не сделал, и для своего мира тоже ничего не сделал, да? Спит подолгу, ничем не занимается, тратит свое время на пустые какие-то разговоры, да? То, что ему пользы не приносит. Те же самые вот новости хочу сказать, да? Ну, понятно то, что мы сейчас с вами живем в очень удивительное время. У нас что ни день, то прямо такое событие глобального масштаба, да? И при этом многие настолько прониклись всей этой ситуацией, с утра до вечера новости, каналы в Телеграме, там, этот сказал, то сказал, тут аналитика, там аналитика. А для тебя-то какая в этом польза? То есть, что сегодня прочитал новости, что не прочитал новости, от тебя что-то изменится вообще или нет? Что тебя лично, твоя жизнь от этого качественно, каким-либо образом изменилась к лучшему? Ты приблизился ко Всевышнему? Я не говорю, чтобы теперь человек жил как в берлоге, как медведь, да, ничего не знает, что там происходит, вот он проснулся, как бы, да, и вышел такой, как сказать, не знает, куда податься. Я не говорю, чтобы он был таким прямо отшельником, да, но при этом тратить на это время, в этом никакой пользы нету. Более того, это влияет и на твое душевное, моральное состояние. Будешь читать новости там про упадок, про это, да, у тебя будет депрессия. Будешь читать там новости, там, ура, вперед, там и так далее, у тебя постоянно будет рука куда-то тянуться, там, к курку какому-нибудь, да. Вот. И поэтому то, что читает человек, на него влияет. Как и вот и сны тоже наши, да. Вот перед сном о чем будешь говорить, о чем будешь разговаривать, о чем будешь думать, как правило, это и снится, да. Вот многие люди говорят, что вот, если перед сном говорят, посмотреть фильм говорят, про войну, да, то во сне говорят, это говорят, все говорят, и отразится, как бы покажется. Потому что наш головной мозг так и работает. Да? Все как бы сохраняет в подсознании, а потом в виде сновидений воспроизводит. И поэтому, что тебя приближает ко Всевышнему, вот твоя главная новость. Вот твой главный канал, который дает тебе пользу для мира и для ахирата. И поэтому в этом нужно стремиться, к этому нужно стремиться, это увеличивать. И опять-таки, да, лень, бессилие, медлительность, это убивает тоже наше время. Как сказал Абдуллах ибн Аббас, лень и медлительность, в некоторых источниках говорится бессилие, поженились, и у них родилась бедность. А потом, как говорится, локти кусают, руки там и так далее. А вот почему у меня не получается, а вот почему он, а почему я и так далее. Ну, во-первых, нужно немножко, конечно, более старательным быть, да? Поменьше спать, больше работать, больше стараться, стремиться. И поэтому, иншаллах, Аллах дарующий. И поэтому, напоследок, итог всего этого нашего разговора. Аллах Та'аля в Коране упоминает нашу ценность времени. Клянется этим временем. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах упоминает, что люди беспечны относительно своего времени. И поэтому наше время – это ценный ресурс, который мы имеем. Его не возобновить никак, его не купить, его не приобрести заново. И поэтому каждое время, каждый день, каждый час это либо будет свидетельствовать за нас, либо свидетельствовать будет в судный день против нас. И поэтому пусть Аллах Субхану Тааля дарует баракат в нашем времени, пусть Аллах Тааля приблизит нас к себе, пусть Аллах Тааля даст нам совершить как можно больше
благих дел, которые в ахирате Аллах Тааля дарует большой награды. Пусть Аллах Тааля дарует нам возможность совершать благие дела и ведет нас в райские сады. Субханак Аллахума бихамдик, ашаду ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.